Первое, это я экипирую своего героя. Вот у меня в руке есть различные артефакты и войска. Я делаю экипировку артефактами или войсками. Следующая фаза – это фаза активных действий на поле. Я передвигаю свои фишки и захватываю новые территории или двигаюсь по своим старым территориям. Допустим, вот я продвигаюсь на 3 клетки сюда, захватил новую территорию. И финальная завершающая фаза – это тот момент, когда я могу поменять свои артефакты на нового воина из колоды найма и опять же переэкипировать свои войска. Дальше ход переходит на следующего игрока по часовой стрелке. Также игра будет хорошим подспорьем в обучении подрастающего поколения собственному языку и истории, так как игра выпущена на 2 языках, одновременно продублирована на крымско-татарском и русском. И еще она знакомит людей с историей собственного народа. На самом деле очень интересная игра, и я считаю, что подобные игры для развития крымско-татарской молодежи очень важны. Игра прошла быстро, потому что Эмир нам подробно все рассказал, действительно заинтересовал нас. И мы в ходе игры ознакомились с историей многих крымско-татарских героев. Мне показалась игра очень интересной, развивает математические и стратегические способности человека, и в дальнейшем я планирую в нее играть и буду очень, в принципе, довольствоваться ей. Очень положительные впечатления сложились о данной игре, учитывая то, что и статус этой игре можно придать первой крымско-татарской настольной игре. Уже с начала игры, хоть и первый раз играю, создается такой небольшой азарт и, в принципе, очень интересный.